Лучшими практиками поделились и ведущие педагоги России. В нашем регионе завершил свою работу второй межрегиональный образовательный форум педработников. Проходил он на площадках в 3 районах и в столице, городе Якутске. Саргалана Федорова о мероприятии. Урок биологии. Перед пятиклассниками ядерная клетка и 3 ее главные части – ядро, цитоплазма, клеточная оболочка. Александр Буханистов показывает коллегам, как он объясняет своим ученикам связь клетки с окружающей средой. Я вещество. Нахожусь в окружающей среде. Я проникаю, перевариваюсь. Вот так в игровой форме он проводит урок. Таким образом, его учащиеся легко осваивают сложные понятия. Сегодняшний мастер-класс – это были частички моего опыта. Я очень рад, что второй год участвую в этом прекрасном форуме, который проходит в замечательной республике Якутия-Саха. Я вернулся из Нюрбы, где 3 дня работал с прекрасными педагогами, педагоги, у которых горят глаза. Учителя показали мастер-классы разного характера. Здесь и тематика магии слова как действенного инструмента в педагогике, способы похвалы детей и многое другое. Гаянэ Нерсисян развивает историческое мышление учащихся с помощью визуализации. Ее ученики не раз становились табальниками по ЕГЭ. Она разработала собственную методику преподавания истории. Говорят простым языком, это обои рабочего стола. Я решила, что должен быть некий исторический фон. Рабочий стол включает в себя 3 элемента. Это личности, фон, отражающий эпоху, личности, которые, скажем так, внесли вклад в развитие этой эпохи, события. Это могут быть правители, государственные деятели, герои и так далее. И цитата. И так незатейливо готовиться, скажем так, к олимпиадам, к ЕГЭ, УГЭ, потому что это все визуальный ряд. Главная ценность столь масштабного события – открытый диалог и обмен опытом. 3 дня на 13 площадках педагоги соревновались в решении задач повышенной сложности ЕГЭ. Состязались в конкурсе педагогического мастерства. Приезд такого значительного количества ведущих учителей, он очень мотивирует наших педагогов, дает стимул к дальнейшему творчеству, показывает, какого уровня может быть педагогическое мастерство. И наши учителя, конечно, должны стремиться к такому. Сегодняшняя задача – повысить качество образования. Учителя уверены, что благодаря сотрудничеству с ведущими педагогами страны республика добьется высоких результатов. Саргалана Федорова, Григорий Николаев, Якутск.